Добрый день, наши дорогие зрители. В первую очередь, конечно, саламат сызбах, хурматты казак бауырларымыз, исәннәрмез, хурматлы җәмәгать. Сегодня как-то заглянул в YouTube и, как для меня, положим человека, который снимает ролики не для широкой аудитории, не старается хайпануть. Просто вот как Бог на душу положит. Я вот в родном селе снимал ролики. И, положим, ставишь там в социальных сетях. И вот я зашел в YouTube, удивился, как ни странно, там десятки лайков и тысячи просмотров в YouTube. Я сначала подумал, что я, наверное, в Одноклассники попал. А потом удивился. Как ни странно. Хотя речь о чем шла? О нашем селе, о том, как соседи между собой уживались и все прочее. И сейчас вот, когда я смотрю, что иные ездят по селам, заброшенные деревни, они, конечно, производят гнетущее впечатление, гнетущее, там что-то давит, когда смотришь. Единственное, что утешает, там, вспоминаешь родное село, а оказывается, как говорится, все познается в сравнении, и смотришь родное село, и вспоминаешь, и эти, допустим, в переулке 1-2 дома, на улицу 10 домов уже в радость. Это на татарском краю села. И в прошлом году я снимал даже на центральной улице, где, так скажем, образно говоря, драчки происходили даже не в открыто, а вот как-то там в администрации совхоза за эти квартиры. Буквально там. Даже был случай, кому-то давали, а, значит, мой родственник там к отцу, а отец там заслуженный человек, орден Трудового Красного Знамени, и связи у него там. Он перебил кому-то, перешел дорогу и эту квартиру ухватил. Сейчас этих квартир, пожалуйста, и с газом, и с, ну как, естественно, соответствует уже этот отопление этому наличию газа. Там природный имеется в виду газ, да. Раньше просто баллонами были, кизяком топили, кизяк ценился. Машина кизяка, ГАЗ-51, что ли, ГАЗ-53, 95 рублей стоила машина. И чабаны, они помимо основной зарплаты могли подзаработать вот на кизяке. Ну, помимо того, они скот держали свой. У некоторых чабанов местные чиновники, там, допустим, секретарь парткома, там, управляющий, я не знаю, у нас, помню, секретарь парткома, казах, держал своих овец у нас на халяву, на совхозные эти. Сено привозил отец чабан, и они заодно кормились. И летом они там в степи. Это партийный секретарь, который там народу говорил о социальной справедливости, об уважении к человеку труда и прочее, прочее. О том, что партийные люди должны быть честны, чисты. Вот. И что удивительно, говорю, пустые там уже дома на центральной улице, это уже симптом серьезный. Налицо уже симптом. Если в старой части села исторической, там, положим, ну, естественный процесс, уходит из жизни пары пожилые. Дома там уже стоят, никому не нужные. Подходишь, вспоминаешь хозяев и мысленно их поминаешь. Вот. И за ветхостью этих домов некоторых, допустим, или они морально устаревшие уже, не сильно-то туда народ стремится. Разве что приезжие, которые лучшие доли ищут и вынуждены
там обосноваться. А тут уже на центральной улице. Это как, возьмите в городе центральный проспект, и там пустуют дома. Ну, хотя бы подъезды или квартиры. Но в интернет зайдете, найдете там Воркута, поезд Москва-Воркутю, тю-тю. Хотя туда поезд не ходит, конечно. Норильск и прочее. Много там городов, целые дома там брошенные. За символический рубль продают. Вот. И здесь удивительно. И я ведь в самом начале, когда сказал, что удивился тому, что 1000 посмотрело. На мой взгляд, это люди, просто у меня зрители мудрые там попались, которые особенно лайки поставили, десятки лайков. Почему? Потому что они чувствуют, в отличие от нас. Если я снимал, кому-то было неинтересно. Вот я сожалею, что в родном селе бывший дом культуры не сфотографировал клуб наш, где, который церкви была с 1000. Эта церковь по жизни, эта церковь была незначительное время. Где-то, допустим, она в 13-м году, что ли, или в 7-м ли году, или в 13-м, в 7-м, может быть, году, да, в 907-м, колокола подняли на звонницу, возвестили округ, они возвестили звоном округу, и на Покров происходило, Покровку назвали, это со слов отца, который, во всяком случае, уже был на свете в это время. И вот до где-то 29-го года я это сужу по мечети, когда у нас в селе имам по просьбе верующих почитал гаид намазы, на днях вот гаид был, и по просьбе жителей мусульман он боялся, а его уговорили, его в кутузку упекли, 3 дня поддержали, без ничего, может быть, без воды, без хлеба, может быть, чуть-чуть подавали ему. Он все понял, намек советской власти, что кончилась свобода вероисповедания, декларируемая и в Конституции, кстати, СССР, и покинул наше село. Вот. Ну, а наш дедушка там церкви, я уже рассказывал, отдельно могу сказать еще, как там, колокола снимал, занимался этим. А другой, дед Фрол, что ли, тогда с Татарского края, он у мечети минарет срезал там. Так вот, что хочу сказать, что вот эти видео, которые я снимаю, люди, оказывается, смотрят. Почему? Потому что они чувствуют, что этого тоже скоро не будет. Это как же, допустим, солнечное затмение снимать. Оно может повториться, но уже не так часто. Еще что-то. Здесь также. И я, к сожалению, вот клуб не фотографировал. Еще там не фотографировал что-то. Вот эта церковь, значит, вот представьте себе, она буквально 20 с небольшим лет существовала, эта церковь. А в качестве клуба она с 30-го приблизительно по 75-й год. Представляете, 45 лет. Больше ей суждено было, ей говорю, ему, этому помещению, было суждено больше в качестве дома культуры существовать. Потому что советская власть, которая она и космические корабли запускала в космос, а в это время мы ходили в клуб, в старую церковь. И в 61 году космический корабль запустили, а у нас через 14 лет только с лишним, почти через 15 лет только дом культуры построили. Школа, космические корабли запускали, пачками всякие спутники запускали, африканским режимам помогали сильно очень за солидарное голосование с нами вместе в ООН, как преподаватели нам в университете объясняли. А в это же время еще мы ходили в старую татарскую школу. Весть о том, что Гагарин полетел, все услышали, оказывается, из нашей школы, бывшей татарской, или как там, русско-киргизской так называемой школы. Услышали там, преподаватели рассказывали, они еще совсем, видно, молодые были. Космос полетели, а школу новую еще не построили. Страна развитого социализма. Вот, страна развитого социализма. Вот такая у нас
Я начал снимать, и он даже убавил, убавил даже силу это. Как-то выпрыскивателя. Фонтанчик угас там немножко. Так вот, наши просто люди не соображали, мы тоже не понимали, что со временем, и это все... школа у нас в 70-м году, представляете, где-то почти через 10 лет после полета Гагарина. Почти через 10 лет после полета Гагарина школа, представляете? Вот, в нашем селе, это не просто село, а первое отделение. В 61 году наше село стало первым отделением совхоза. Так, у меня тут мелочь есть немножко. Я думал, она деньги просит. А она, оказывается, музыкант. Пой то, что мне нравится народу, а не то, что молодежно играет. Так молодежь пусть и обошляет. Так вот, хочу сказать относительно того, что вот многие не чувствовали, что вот село угасает. Потому что это когда человек живет, как дети у него растут, он не замечает, как у него дети выросли. А посторонний замечает. А когда вот приезжаешь время от времени в родное село, особенно когда долго не был, и видишь это, конечно, что вот как село значительно, село изменилось. И сейчас вот если бы видео были бы тогда по нашим улицам, не верится. Когда-то отец спокойно рассказывал, у нас село было, базарная площадь, и к нам, соседу дяде Пани, ныне покойным, к сожалению, инвалиду Великой Отечественной войны, приезжал его друг, 35 лет, он отсутствовал, летописец села Лисицын, замечательный, видно, души человек был. Он нарисовал карту, все там села, и он написал, что села уже родного он не узнал. В 21 году голод начался, он покинул наше село, уехал в Узбекистан, приехал через 35 лет и села родного не узнал. Тогда была базарная площадь, представляете? У нас все время, вот при большевиках, хорошо, мол, но при большевиках я что-то не вижу, чтобы что-то построили, только в конце, на закате советской власти. А до революции очень много построили, поэтому, наверное, об истории нашего села норовили не говорить, потому что это, знаете, все равно пришлось бы коснуться того, что школы дореволюционные у нас, значит, потом клуб дореволюционный, представляете, все, и в каком году Дом культуры построили. Поэтому об истории села старались не говорить нам учителя, как ни странно, учитель истории, об истории страны говорили, об истории села богатого нашего нет. И вот я говорил, что в 61 году объединили наше село. Если бы оно было, знаете, затухающее какое-то слабенькое село, хозяйство было бы хиленькое. Я не думаю, что из Татарстана, вот я вот на днях на рынке встретил директор школы и знакомого, и узнал, что он с Кукморского района. Я говорю, а знаешь, что вот из Кукморского района очень много татар к нам приехало в родное село. Из Татарстана приехали. В это время, в 61 году, нефть уже фонтанами лилась в Татарстане. Хрущев приезжал, Карабаш, и ему сказали, что по цене стакана газировки ведро нефти. И это огромные деньги республика давала стране. Но их разбазаривали, как уже сказал, как преподаватель сказал, за солидарное голосование в ООН за наше решение. И весь мир нам завидовал, что как мы живем здорово. А из Татарстана народ ехал от нужды уже на... Представьте, это значит успешное у нас хозяйство, что ли, получается. К нам ехали они. И они там, им давали землянки, иной раз 2 семьи в одной землянке. Просто как во время войны были, это, доселение или как там, подселение. Вот было подселение в этих землянках. И это насколько они жили, в кавычках, прекрасно в Татарстане, где нефть добывалась и 710, что ли, миллионов тонн, или 810 миллионов тонн ежегодно даже самые удачные годы добывали, успешные годы. И вот представьте себе, насколько они здесь жили плохо, если они согласны были там уехать, бросить свои отчие могилы, переехать в Татарстан. Из Татарстана наше село где-то за 700 с лишним километров.
Вот, и жили в землянках, в подселении было. Вот, пожалуйста, и они, наверное, поразились, там и школы, значит, в старом здании, и дом культуры, бывшая церковь. Вот и все. Жили как прекрасно. А то у нас считают, что вот, мол, советская власть. Отец говорит, так при советской власти вот именно все дома строились, вот эти из кирпича, мечеть из камня дикого, школа из кирпича. Ладно, мечеть там, татарский миллионер, там, братья Хусаиновы из Оренбурга, они там поспособствовали. А школа русско-киргизская, это государство строило из кирпича сжженного. А новая школа была, куда нас поселили в 70-м, что ли, году мы. Тогда просто блоки, блочная система, там узкие коридоры, такие как пеналы. И в этой школе мы там учились. Советская власть нам школу построила. Я же говорю, не надо даже считать, что вот через 9-10 лет после того, как в космос запустили первого космонавта, и, дескать, вот хорошо зажили. Нет, просто построили двухэтажку позорную. И когда в 1978 году въехали в нормальное типовое здание школы, и даже им, видно, стыдно было, они через несколько лет все это разрушили, как сказать, слово не подберу, короче, разобрали по блокам, и там остов такой позорный торчит от бывшей двухэтажки, от школы вообще следа не осталось. Вот, это, может быть, двоечники были, что ли, в этой школе, поэтому они ненавидели ее люто, эту школу, много неприятных впечатлений у них. Так вот, и, значит, тогда, вот представьте себе, Гагарин в 1961 году полетел, а в 1978 году только школу нормальную построили в нашем селе. Дом культуры в 1975 году. Вот тебе представьте, сколько лет прошло. И все до революции строилось. И даже была у нас только вот где-то 60-е годы, там, наверное, когда 70-ю школу двухэтажку построили, отопление появилось, паровое. А в нашем селе Покровка до революции уже, как летописец писал наш, паровое отопление было уже там, существовало. И больница была, и вытрезвитель даже был, и все было, все. И советская власть все похерила, простите, все. Ну вот, пожалуйста. И в период Хрущева как-то начали центральную улицу строить, люди стали нормально жилье получать, а через какое-то время, значит, вот газ природный стали пускать. Как бы второе дыхание получило наше село. Совхоз уже нет, потому что все уже не стало совхоз, ничего. И фермеры были, они просто на бумаге, потому что они, видно, первое время жили за счет того, что совхоз разваливался, и они, значит, там договаривались и как-то, ну, сами знаете, не буду говорить, наши сельчане, кто-то там, кто отношение к этому имеет, услышит, увидит, и то неприятно скажет, вот клевещешь. Но они как только совхозы перестали жить, как приказали долго жить, и фермерские хозяйства все тоже приказали долго жить. Вот и считайте, кто на подсосе у кого был. Вот. И все. А раньше совхоз, он как-то считался из государственного бюджета. И не урожай, так якобы из государственного бюджета целевой. Там. Колхозы, они сами хозяева были. А совхозы, они все время в долгу были у государства. Государство иногда беззастенчиво запускало свою ненасытную длань в карман совхозов, потому что это государственное хозяйство. Колхозы, они там все принимали сами решения. Я, будучи директором Дома культуры, у меня за 3 копейки никто не хотел идти, даже худруком. И еще музрука я хотел, ставку. Так директор нет, не согласился. А где колхоз? У меня дядя троюродный там был, передовой колхоз 1 мая. Так там у них и музрук, и хузрук, и все, что хочешь. На букву Х и на букву другую, там, на любую букву были специалисты. И все. А у нас при открытии Дома культуры только там 7-8 духовых инструментов, дешевенько, там пианин, там еще что-то купили, и все. И на этом все накрылось медным тазом. И сейчас Дом культуры сиротливо стоит там. Редко-редко там, даже на 9 мая, говорят, проводят они, или на 8 марта, на 9 мая концерты художественной самодеятельности. Никто, говорит, просто не приходит даже на концерты. Так вот, хочу сказать, я начал снимать эти дома, и вряд ли свои. Свои иногда просто бывает типа ревности. Где-то в других местах люди увидели и вздохнули с облегчением. Слава Богу тебе, как говорится, какое-то село еще
хоть и дышит наладан, но все-таки дышит, а не загнулась полностью. И они, наверное, скорее всего, поставили, потому что я в Одноклассниках ставлю, положим, да, и наши смотрят, если что, лайкуют там. А в YouTube они не заглядывают, сколько я их не просил. А люди со стороны, видимо, смотрят и радуются, хоть что-то сохранилось в нашем селе. Потому что чужое, оно свое как-то ревность вызывает, а чужое, оно иногда восторг вызывает, что вот молодцы, молодцы. Вот что хотел сказать. Я не знаю, иной раз вот я небрежно отношусь к созданию видео, думаешь, да, кто это будет смотреть. И, как ни странно, очень много людей смотрит, там тысячи людей. А иной раз думаешь, надо от души видео снять, и очень мало народу смотрит. Поэтому вот трудно предсказать. Решил я на этом заканчивать свои видео. И на эту тему, думаю, еще даст Бог, будет повод еще не раз на эту тему высказаться и, может быть, еще продолжить. Когда пойду домой, на обратном пути, может быть, вдохновение снизойдет на меня. А сейчас, надеюсь, на вас снизойдет желание еще посмотреть мои новые видео. Спасибо большое, всего вам доброго.